Конкретно наш цех и до забастовки еле работал, постоянно не хватало рабочих. Выходили люди с других участков, как я уже писал, по разборке машин. Выходили люди, которые собирались во вторую смену работать. И сейчас, так как мы начали бастовать, это просто 100% было. Люди работали, прям передо мной на операциях по 2 человека. На некоторых операциях вообще люди не становились. МАЗы недособранные 100% были. И вот конкретно сейчас людей уговаривают выходить в субботу работать и во вторую смену еще раз, чтобы просто убрать перед цехом кучу недособранных машин. На МАЗе первый раз люди собрались в четверг, и мы лично в цеху собрались в пятницу. И с того момента мы лично начали бастовать. Завод продолжает працевать, но он, как я уже сказал, очень медленно начинает работать. Сказал, машины просто не выезжают из цеха, остаются возле него. И так примерно в некоторых цехах также, как нам говорили. Рабочим, во-первых, нужна подписи официальные, чтобы начать официальную забастовку. Во-вторых, рабочих начинают деморализовать, вследствие чего некоторые, скажем, люди хотят подать пример, то, что можно бороться. Я точно знаю, что гендиректор вроде как ездил в Окрещино и даже вытащил пару человек. После этого он собирался четверг, пятницу, в принципе собирался четверг, пятницу и понедельник последний раз. После этого, после понедельника, как вышло много людей начали, в принципе, запугивать. И вот людей стало гораздо меньше. Мы, похоже, самые первые, кто нас уволили, потому что одного человека, который из нас уволил, он, залетчик конкретный был. И вот тут 4 года работал, и под эту забастовку попал, тоже с нами начал бастовать. Его, как и нас всех, уволили. Как нам сказали, потом мастер один, это замдиректора, генерального директора МАЗа, проявила инициативу. И так как мы главный конвейер, и на нас все смотрят, вот нас и выперли, чтобы еще больше люди начали бояться. Нас нельзя заменить, потому что рабочих не хватает, но они бьют себя сами, грубо говоря. В понедельник больше всего людей прошло через главный конвейер и потом через главную проходную. Просто на глаз 3000 человек было, в принципе. Но если даже, как я уже сказал, 10% начнут бастовать, завод просто захлебнется. Люди, которые, скажем, с 90-х работают на заводе, их практически нету. А так, в основном, люди до 30 лет подписи подписывали и выходили. Лично я 9-10 был в центре города и получал гранаты себе под голову. Про других не могу сказать, но в цеху, может, и есть 2-3 человека, таких же, как и я, как и мне говорили. Вышли на Зыбецкую, пришел ОМОН и начал нас кидать гранаты. Но я быстро бегаю. Я и мой товарищ, который у нас отработка, он будет, скорее всего, уже собирает деньги на отработку. У меня 3000 рублей, у парня 8000. Он уже присылал, что почти 2000 собрали просто за сегодняшний день. Я лично попытаюсь пойти в суд, так как они меня немного незаконно уволили. Еще хотел сказать, что то, что я заметил 10 августа, когда выходил с метро Первомайской, я поехал в центр город один, и просто, надо не одному ходить куда-то, я с 5 парнями познакомился прямо на выходе из метро. Когда мы шли снова на Немигу, мы встретили 20 человек, которые сказали то, что если дальше пойдем, начнут паковать. В итоге мы развернулись, остановились на перекрестке и приняли решение идти в город другими путями. В итоге мы, дошли до Цицерига. Но также мы, когда шли до Цицерига, мы собирали людей, которые возле нас. В итоге, когда мы уже дошли до Цицерига, мы начинали с 25 человек, а закончили где-то примерно, на мой глаз, 2000. Просто хочу сказать, что люди за все это время начали объединяться уже просто интуитивно. Я думаю, это уже не остановить.